Ах, все, доброе утро. Солнышко нас сегодня выкурило из палатки, потому что мы прям на солнечной стороне. Фу. Плохо спал как-то что-то. Да, все, выспаться не могу. Просто слишком жарко, слишком тепло ночами, некомфортно спать. И от этого сон плохой идет. Сейчас готовим завтрак, покушаем и едем дальше. Так, сегодня 11 ноября. Обещается сегодня 30 градусов. Жары, тепла, не знаю как сказать. Вот. Я надеялся, как будто осенняя прохлада наконец-то. Поедем. Да нет, блин, все 30-ка, все около 30 дневная держится. Фух, уже поднадоело. Такого осеннего настроения из-за этого даже нет. Хотя вокруг как бы осень, листья желтые, уже много чего опало, разделось, но что-то как-то настроение из-за этого не приходит. Температура решает все-таки. Вот, и сегодня у нас впереди 40 миль лесного участка, вот по такой вот велодорожке. Вот, и будет круто. Я посмотрел, там ни магазинов, ничего нету, населенных пунктов до Тайтсвилл города. Это что возле мыса Канаверал. Едем. Вот, дорога в рай. О, скамеечка. Посидим сейчас. Угу. Сейчас поедем, малыш. Я тут что заметил? Покрышки у прицепа, они вообще стираются. Ну, в смысле, что они быстро стерлись, всего 7000 километров пробега. Я думал, они вообще вечные, потому что на них никакой вроде бы нагрузки нету, ни торможения, ни ускорения, но они стираются вообще быстро. Уже скоро, я думаю, менять надо будет. Уже протектора здесь не видно посередке. Чудеса. Стоять на месте вообще невозможно. Духота. Сегодня 30-ка, вот и духота. Вот тучки появились. И вот стоишь, ветра нету. Прям фух, ехать проще. Ветер хотя бы обдувает. Блин, у меня такие флешбеки с Европой сейчас вообще. Вот такая большая, крутая велодорожка. Рядом какая-то такая ненагруженная сельская дорога. Вот Европа вообще так круто, как будто в Швеции где-то. Все красивенько, аккуратненько. О, черепаху встретили. Слезь, слезь. Че, черепаху хочешь, что ли, взять с собой? Да. Так, она тяжелая. Да она тут живет все равно, даже если была бы легкая. Не бойся, малыш. Погладить ее можешь. Ой, она боится. Да, она не хочет гладиться. Поехали. Прости нас, черепаха. Кушай себе там на здоровье. Да? Да, она кушает тут. Не хочет, чтобы ее гладили сейчас. Шипит. О, чуть-чуть проехали меньше мили. Еще одна черепаха. Красивая такая уже, узорчатая вся. Уже водяная. И так, не хочешь больше трогать, что ли? Да. Иди погладь ее тоже. Ну, все. Иди. О, уже третью черепаху нашли. Попробуй, потрогай ее. Давай, давай. Тоже не хочет, да? Да,
А. Угу. Бай-бай, скажи, да, поехали дальше. Столько черепах тут. Ветер еще встречный, конечно, подкашивает. Он такой не сильный, легенький, но все равно чувствуется. А сзади прицепа он как парашют вообще. То есть очень сильно силы расходуются. Трасса А-95. Под ней проезжаем. Вот, кстати, здесь развилка трейлов идет. Вот, мы поворачиваем налево. А вот если поехать направо, то можно приехать к Мексиканскому заливу. То есть этот трейл, вот он показан. Ну, это не полный, то есть официальный трейл, типа вот 7 миль еще. Да. Вот, а так можно доехать через Орландо, Тампу к Мексиканскому заливу. Вот, а налево это Майами, Кей-Вест. И за 20 миль, кстати, вот сколько мы проехали по трейлу, еще не было места, где можно было бы воды набрать. Там я как-то не подумал и не набрал, и у нас мало воды. Вот сейчас, надеюсь, там будет один паркинг. Может, там можно будет воды набрать, уже покушать надо. Здесь буддийский храм находится. Вот, еще открыт он. Сейчас заедем, посмотрим. Ух ты, интересно. Ух ты, ничего себе. Туалет. А в туалете есть душ. Вот public use. Круто, да, Кать? Пойдем. Душ сейчас ходим. Это кайф. Одежду сейчас всю сполоснули. Прям хорошо. Уже более себя... Блин, круто, чувствуешь? Уже готов продолжать путешествие. Пошли осматриваться здесь, смотреть, что есть. О, здесь по-вьетнамски что-то написано. По-вьетнамски. Здесь по-тибетски. Вроде как. Я вот вообще не религиозный человек, я как бы... Я путешественник и смотрю на это все как вот
просто с видом созерцания. Мне интересно там прийти в какой-нибудь храм, да, чисто эстетически понаслаждаться. И вот, конечно, буддистская вот вся вот эта атрибутика, храмы, они, конечно, такие непринужденные, такие спокойные. Здесь никто на тебя не смотрит, вообще людей как бы обычно нету, либо они где-то в стороночке. Никто никого ни к чему не принуждает. Вот мне это нравится. Классно, реально. Вот, а тут еще и в душ можно сходить, ну классно. Реально круто. Прям сразу вспоминаю свое азиатское путешествие. Прям очень скучаю по Азии иногда тоже. По еде, по вот этому какому-то кипишу такому. Так бамбук здесь растет. Тут и спящий Будда есть. Ух ты, здесь колокол какой. Тут много на вьетнамском написано, видимо, вьетнамцы здесь кураторы. Че, Дака, боишься, что ли? Давай. Давай сам попробуй. А что ты орешь? Дака. Слушай, иди сюда. Иди сюда, слушай. Давай, давай, Дак. Давай. Ой, Дака, ничего себе, ты рыб нашел. Да? Ждут, что мы будем сейчас им что-нибудь кидать прям синхронно. Блин, круто. Эту статую сделали во Вьетнаме. Она состоит из 5 частей, общим весом 200 тонн. И вот ее сюда транспортировали. Круто. Я думал, все здесь делают. Неужели думал, здесь сделали? Нет, Вьетнам. Да, крутой центр. Неожиданно, прям классно, реально. В таком месте как бы находится, далеком. Ну, по местным меркам в дыре, я бы даже сказал. Но к тому и лучше. Сейчас нашли крутую площадку. Вот. А перед этим заехали в магазин, сейчас яблок взяли. Что там? Яблочек, пивка я себе взял. Вот прям сегодня у меня сушняк. Пить охота очень. А пиво, оно божественное, он становится божественным напитком. Не когда ты его просто пьешь там, дома сидишь, когда ты в целом сытый. А вот именно когда у тебя вот такой тяжелый трудовой день, сушняк, жажда, и прям оно классно заходит. Ну и не каждый день, естественно, вот так, раз в недельку, как бы, попить пивка, можно сказать, святое. Едем, ищем место. Закат уже вот-вот будет, минут через 20, наверное. Надо поспевать. Так,
Короче, вроде нашли место рядом с железной дороги. Бояться тут вроде бы нечего, тут только мусора много, потому что всякие твари приезжают, кидают мусор. Утилизация, так скажем, занимаются. Вот, ну ничего, это сейчас покрышку уберем, тут как раз площадка хорошая. Вот. Бомжи в Америке, блин, это вообще такой биомусор. От них столько мусора. Я не говорю там за людей, да, плохой, хороший человек, неважно. От большинства бомжей вот реально столько мусора. Где они останавливаются, они живут в лесах, вот как раз в таких местах всяких приезжают, как бы, потому что как бы святое место пусто не бывает. И после них часто остаются просто свалки, мини-свалки. Ужас. Вот, но здесь место нормальное, тут ничего не запрещено, никаких вывесок, ничего не стоит. Поэтому, что не запрещено, значит разрешено. Сейчас, малыш. Вот здесь железная дорога. Так что будет шумно спать. Вон, да, мусор здесь. Вот, о, а там уже речка. Речка длинная, большая. Ох, как хорошо. Легли уже. Он целовать дает. Боялся, что не найдем место, что темнеет, и что будем делать? Тыкаться с прицепом по углам с фонариком, тоже такая же идея, конечно, так себе. Но нашли, нормально все. Главное, чтобы бомжи не нарисовались никакие ночью. Но вроде, судя по мусору, раскиданному здесь, Лёшки здесь нету. То есть мусор такой хаотичный, просто кто-то приехал, сбросил. Потому что Лёшку бомжей сразу видно. У нас на районе, где мы живем, в Дайтоне, там лёжек очень много. Там живут, наркоманят все спокойно. Это щенята. Сколько щенят? 1, 2, 3, 4. Вот динозавр. Да. Книжки, кстати, хорошие на площадке. В общественной библиотеке нашли. Букшеринг. Вот, взяли парочку книг. Даки читать, да, вот так вечерами. Это динозавры, Дака. Это машина. Вот это мы и. Да, Ильдарка английский схватывает вообще быстро. Вот он полгода ходил в садик, он все, по-русски вообще ни одного слова. Но он изначально не говорил как бы так, но английский он очень простой для освоения для детей. Да, потому что звуки простые, все легко выучить. Да, и да, по-русски тебе уже сложно, поэтому надо все слова со мной будешь все равно. Дома только по-русски будешь. Я бы, конечно, еще и чувашский бы, но я сам чувашского не знаток. Тяжело уже будет. Да? Апа. Все, доброе утро. Ночка прошла
снова не очень, опять из-за того, что жарковато, душно. Вот, еще ветер не гуляет, то есть ветра нету, штиль полный. Тут хоть вентилятор устанавливай сюда. Очень прям вот весь потный, липкий, короче. Ну, блин, хочется уже прохлады. Вот, ну ладно, что. Вот. А место нормальное было так. Там поезда громкие проезжали примерно раз в 2 часа. Вот. И кабаны гуляли еще здесь. Какие-то здоровые. Я не видел, но слышал, прям чувствовал, что они большие. Собрались, поели, приехали на площадку, в которой вчера были. Вот всегда в путешествии такой наступает момент, вот, даже в маленьком, никуда не охота ехать. Вот реально сейчас вообще не охота никуда ехать. Вот. На фоне усталости просто уже 2 дня, сколько мы пилим, по 35, да, по 35 миль практически. Вот. Ну и вообще какая-то усталость, помыться охота. Сейчас впереди еще дожди нас будут ждать. Там 2 дня дождей. Ну, один точно день с дождями, там 90% показывает. Вот, это холодный фронт приходит с севера. Но это не значит, что он принесет прохладу. Просто 2 фронта там соединятся и будут дожди из-за этого. Вот, но ничего, это всегда-то потом второе дыхание приходит и нормально. Сейчас вроде как ветер еще попутный, кстати. Это намного легче будет. Фух, вот и заканчивается велодорожка. Такая длинная, классная. Он теперь превращается в обычную улицу. Блин, была бы она вдоль всего побережья такая нормальная. Жалко, конечно. Вот мы сейчас в даунтауне города Тайтсвилла. Мне его все хочется назвать Титсвилл просто. Ну, Тайтсвилл. Вот, сейчас едем в Порт Канаверал потихоньку, но нам еще пилить и пилить до него. Вот отсюда уже видны стартовые площадки. Да. Мы вот здесь, вот, и вот здесь уже стартовые площадки. Вот. Плохо видно сейчас. Там погода невзрачная. Видимость. Вон видны здания. Вчера было с дрона хорошо видно. Классно тем, кто здесь живет. Стартовые площадки прямо у них на ладони тут. Площадку еще одну нашли. А здесь вон богослужение проходит. Фу, радует хоть ветер попутный. Не мешает. Если был бы встречный, я не знаю, наверное, я бы не ехал бы, мне неохота было бы ехать. Вот, но попутный прям нормальный. Несет дожди. Иногда, когда узкая двухполоска, ты жмешься к обочине, как бы, оставляя больше пространства для машин. А некоторые черти с тобой прям в притирку проезжают специально. Специально проезжают. Не потому, что они такие, а вот специально проезжают. И иногда я прям на середину полосы выезжаю, чтобы не было возможности проехать в притирку. Чтобы они обгоняли по встречке. Вот, уже в наглую, потому что это реально очень неприятно.
вот особо неприятные в Америке это а-ля патриоты, которые ездят там на джипах всяких с широкими колесами. Их обычно видно сразу по поведению, по стилю одежды. Такие а-ля трамписты, короче. Вот они самые противные на самом деле. Ну, по крайней мере, мне так кажется. С которыми я сталкивался. Реально противные. Вообще патриоты, они умом же никогда не блещут в целом. Ни в одной стране. Патриот, я подразумеваю негативное значение этого слова. То же самое, как ватник. Вот они везде противные. Какоа Каунти. У нас получается экспедиция по площадкам Флориды. От площадки до площадки ездим, прям в буквальном смысле. Да, Эльдарка? Вот у нас главный оценщик площадок. Нравится площадка? Да? Пока мы здесь на площадке торчим, я зашел в Warm Showers. Вот. И написал одной женщине, она живет здесь недалеко, вот. Не знаю, ответит или нет. Просто сегодня неохота что-то в палатке ночевать. Охота помыться, немножко постирать кое-какие вещи. Вот. Да и пообщаться охота, честно. Немножко не хватает общения. Ильдарке тоже надо пообщаться. Других людей посмотреть. А то так вот ты ездишь, особо не общаешься ни с кем, ни у кого не видишь. Все в машинах сидят. Вот, и это. Ну, не знаю, ответит она или еще нет. Потому что, как бы, ну, желательно писать заранее. То есть за несколько дней, хотя бы там, за пару дней. Обычно мне, когда мы принимали, нам писали там, бывало за месяц, за неделю, потому что люди планируют все, вот, каждую ночевку планируют. То есть они за месяц уже смотрят, куда поедут, сколько проедут, и так вот от ночевки до ночевки едут. Так вот и планируют, как бы, ну, я так не хочу, мне не интересно так. Вот, я чисто рандомно. Поэтому я поздно написал, не знаю, прочитает она или нет. Она 5 дней назад заходила последний раз в Warm Showers. Короче, сейчас вот идет мост, ну тут их много мостов, который идет на бич-сайд. Это вот, ну, на острова, по сути. Можно ехать там вдоль океана. Но я посмотрел, там узкая полоска суши. Лесов практически нету, там все застроено, поэтому поеду по этой стороне. По Риверсайд. По материку основному. Даунтаун тут. Я даже уже забыл какой-то городок. Титсвилл проехал. Бревард. Ищем место, уже почти закат. Так, вроде неплохую поляну нашли. А то уже прям мы на грани ехали. Прям переживаешь, что не найдешь по светлу, блин. А если по светлу не найти, то да, блин, тяжело будет. Вот, ничего, нормально все. Нашли. Все должно быть нормально тут. Ух, вроде все хорошо. Сейчас даже душ приняли из бутылки. Вот. Место нормальное. Сегодня по температуре, я думаю, нормально должна быть погода для сна.
какая все-таки крутая штука, вот это Google Maps, спутник, фотки со спутника. То есть уже можно примерно прикинуть, где можно ночевать, где можно найти место необходимое. Вот, потому что я помню, в Китае я ездил вообще на рандоме. То есть у меня были скачаны карты Maps.me, и вот я по ним ездил, потому что там были проблемы с интернетом. То есть только от Wi-Fi, соответственно, я Google Earth, гугловскими картами я не мог пользоваться. Поэтому ехал, чисто смотрел визуально все. Все по визуалу. То есть приходилось так ориентироваться. А сейчас, конечно, с Гуглом вообще классно. Сейчас покушаем. Сосиски купили, да? Покушаем и спать, отдыхать вообще. А, кстати, забыл сказать, это ответила, которая писала на Warm Showers, там женщина. Ответила, но мы ее уже проехали. До нее надо было 4 мили назад ехать. Я такой, блин, 4 мили, и это против ветра. Нафиг, думаю. Мне эти 4 мили как 10 выйдут, короче. Я сказал, блин, извините, пожалуйста, что это так, но мы уже проехали. Ну, ничего, все хорошо, как бы. В принципе, я душ из бутылки принял, и я доволен. Да, Даки? Да. Зато свободные.